В Республике Коми активно проводится массовая вакцинация населения против коронавируса. Заболеваемость постепенно снижается, регистрируется положительная динамика по количеству выздоровевших. По словам главы региона Владимира Уйба, сокращается коечный фонд, развернутый для лечения ковидных больных. Поскольку число заболевших снижается, естественно, мы достаточно оперативно принимаем меры для того, чтобы не простаивали койки, поскольку снижается не только число заболевших амбулаторных и, соответственно, число выздоровевших, но и число стационарных больных тоже снижается. Поэтому мы перепрофилируем койки, потому что держать большое количество, вы помните, что у нас цифры были и 2200, и 2300, мы держали коек под ружьем под ковидных пациентов. На сегодняшний день мы снизили на 700 коек. Еще раз повторяю, это, во-первых, эти койки мы тут же перепрофилируем под стационарную помощь, которая необходима для лечения уже просто больных с хроническими и острыми нековидными заболеваниями. Мы это делаем абсолютно целенаправленно, и в этом смысле все равно держим неснижаемый запас не менее 30% свободных коек под ковидных пациентов. То есть мы, тем не менее, всегда готовы к тому, что если вдруг какой-то завозной случай, вы знаете, что мы периодически от вахт получаем завозные случаи, если вдруг какой-то подъем, то мы всегда должны быть готовы, что мы и делаем, вот эти 30% неснижаемый запас ковидных коек мы всегда держим. Ну и хочется сказать, что точно совершенно мы ждем улучшения ситуации по снижению заболевших ковидом. Это привычная работа, которая началась, я о ней уже рассказывал, по вакцинации от ковида. Да, достаточно активно жители республики откликаются на прививочную кампанию. На сегодняшний день привито 2859 человек, из них 331 человек получил второй компонент вакцины. Еще раз напомню, что вакцину ставят дважды. Первая прививка ставится, условно говоря, на сегодняшний день, вторая прививка, если не будет противопоказаний, на 21 сутки. Сделать прививку уже можно теперь в 13 государственных медицинских организациях. Еще раз их напомню. Сыктывкарская поликлиника номер 3, Эжвинская городская поликлиника, Ухтинская городская поликлиника, Воркутинская больница скорой медицинской помощи, Усинская районная больница, Ударская, Карткеросская, Прилузская, Усть-Куломская и Усть-Вымская центральные районные больницы. И что у нас по запасам прививочного материала? На 28 января дополнительно еще в республику поступила новая партия вакцины в количестве 2700 доз. И всего до конца февраля мы должны получить большой объем 53 тысячи доз. И это вот как раз под это развернуты у нас сегодня прививочные пункты. И дополнительно мы будем, как только получим эту вакцину, разворачивать прививочные пункты для того, чтобы максимально использовать вакцину и снова получать новые партии. Еще раз напоминаю, что режим холодовой цепи у вакцины очень строгий. Это минус 18 градусов. Мы ждем вакцины, где будет повышение температуры плюс 2, плюс 8, но тем не менее пока у нас вся вакцина это вот с такой сложной холодовой цепью минус 18. Поэтому набирать большой объем вакцины просто не нужно, поскольку нужно тогда наращивать, соответственно, и большой парк морозильного оборудования, что, в общем, по истребованию вакцины эти морозильники не будут использоваться. Поэтому тут нужно соблюдать баланс. И напомню, что расчетно мы должны привить порядка 60% взрослого населения республики, а это без малого 350 тысяч человек. То есть у нас здесь огромный край, такой непочатый край работы, но тем не менее мы его начали. Отвечая на вопросы жителей Республики Коми, глава региона рассказал о реализации широкомасштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой будут проведены ремонты в медицинских организациях. Приобретено современное оборудование и обновлен автопарк скорой помощи. Обновление автопарка
машин скорой медицинской помощи и санитарных машин будет продолжена. В республике, как и по всей стране, дан старт широкомасштабной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа будет реализована до 2025 года. В рамках программы в нашу республику запланирована поставка 275 автомашин скорой медицинской помощи класса А и другого санитарного автотранспорта. На сегодняшний день в республику поступило уже 39 автомашин. Это «Лада Нива» в санитарном исполнении и 20 единиц. И УАЗ «Патриот» тоже в санитарном исполнении 19 автомобилей. И они уже поступили в муниципалитеты, часть из них уже в работе, часть из них еще оформляется. Они будут работать как раз на первичном звене. Это обеспечение вызовов, это приезд специалистов по вызову, перевозка заболевших и так далее. То есть на вот такие медицинские задачи. В целом, программа модернизации первичного звена здравоохранения должна обеспечить самое главное – это доступность и улучшить качество медицинской помощи. И почему мы говорим о модернизации первичного звена? Потому что это основа основ, и именно у нас очень много сел, деревень, населенных пунктов, где как раз первичное звено в виде ФАПа, в виде амбулатории врачебной, сельской больницы и выполняет эту самую важную функцию. Функцию выявления, постановки диагноза и как можно быстрее переход на более высокий уровень медицинской помощи с тем, чтобы не было злокачествления и тяжелых хронических форм, которые лечатся всегда очень сложно. Так вот, программа модернизации первичного звена как раз рассчитана практически на всю нашу республику, потому что она действует в городах и населенных пунктах до 50 тысяч человек. Кроме оснащения автомашинами, медицинскими автомашинами, автомобилями санитарными, еще большая программа по полностью замене первичного звена ФАПа, амбулатории, сельские больницы и ремонты. Вот 63 медицинских учреждения, в том числе 55 ФАПов, вошли в программу строительства, вот в эту же программу модернизации первичного звена. И капремонт пройдет в 40 объектах здравоохранения, и не только ремонт, но еще и приобретение медицинского оборудования, что тоже очень важно, потому что медицинское оборудование изнашивается, морально устаревает, и его, конечно, нужно заменять. Так вот, более 1500 единиц современного медицинского оборудования точно так же в рамках программы поступит в наши медицинские учреждения. Ну и вот вы помните, было обращение мое к президенту, там было много блоков, там было 9 блоков, в том числе несколько социальных блоков и как раз блок по модернизации первичного звена. У нас было предусмотрено программой 4 миллиарда 200 миллионов. Вы помните, что я говорил, что это для нас недостаточно. И по поручению президента в результате моего обращения программа для республики была увеличена почти на 2 миллиарда рублей. Это для нас очень серьезно. На сегодняшний день общая цифра финансирования по первичке составила 6 миллиардов. Но и здесь надо подчеркнуть, что это для нас сделано такое исключение. Из них 5 миллиардов 800 миллионов – это за счет федерального бюджета. Вообще принято везде 90/10. И, соответственно, вы видите, что здесь для нас сделано исключение, вот эта пропорция смещена в сторону заполнения именно большего объема федеральными деньгами. Это очень важно. Жителей практически всех городов и районов Коми волнуют вопросы, связанные с безнадзорными животными. С каждым годом жалоб становится все больше. В ряде муниципалитетов произошли несчастные случаи. Люди получили травмы различной степени тяжести от укусов агрессивных собак. Особенно остро стоит проблема в Ухте. В городе введен режим повышенной готовности. В своем видеоинтервью Владимир Уйба рассказал, как будут решать проблему в регионе с бродячими животными. На самом деле у нас, к сожалению, покусы собаками не только в Ухте. Но действительно в Ухте у нас произошла вот эта трагедия, и поэтому мы сегодня оперируем Ухтой как проблемой безнадзорных собак вообще в целом по республике. Так вот, мы сейчас идем несколькими путями. Первый путь –
это, так скажем, облегчение сценария по строительству приюта для бездомных собак. Потому что на сегодняшний день в тех документах нормативных, по которым нужно создавать такой приют, это по сути такая пятизвездная гостиница с избыточными совершенно требованиями. Буквально вот в эти дни с 1 по 7 февраля у нас контрольный срок, мы должны получить заключение прокуратуры Республики Коми, как раз связанное с изменением нормативы по строительству таких приютов. Те избыточные нормативы, которые там есть, мы их постараемся убрать, что даст возможность создать больше таких приютов. И при этом мы с вами должны понимать, что просто помещение собаки в приют – это все равно дело временное. Самое главное, что мы же проводим там лечение, проводим стерилизацию животных, дальше мы их опять должны выпускать. И это снова проблема, потому что, как оказалось, от того, что мы их стерилизовали, у них не уменьшается агрессия. И вот здесь нужно второй шаг делать, нужно понимать, что делать дальше. Либо мы все-таки поднимаем вот такую народную волну, которая сегодня требует такого гуманного отношения к животным, что если мы требуем такого гуманного, тогда нужно этих собак разбирать по домам. После того, как мы их стерилизовали, вылечили, да, после того, как они подкормлены, приведены в порядок. И вот здесь тоже нужно понимать, что делать дальше с этими тысячами выброшенных красивых щенков, которые превращаются в больших собак. И здесь мы используем все инициативы, в том числе вот у нас есть инициатива депутата Госсовета Виктора Васильевича Бетехтина, который предложил такую программу социального кинолога. И в чем ее суть? Это в том, чтобы обучать детей, обучать взрослых вообще правилам отношения и правилам содержания животного, правилам их воспитания, чтобы было понятно, что это работа, это большая ответственность, большой труд. Если ты берешь собаку в дом, то ты должен понимать, что с этим связано, и дальше нести эту ответственность солидарно с государством. Ну и, конечно, вот заканчивая эту тему, я хочу сказать, что, конечно, как это не банально звучит, но все-таки мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому давайте эту тему именно с такой позиции обсуждать дальше. Еще одна проблема – волки, которые выходят за легкой добычей в населенные пункты. Лесные хищники часто наведываются в села и деревни Республики Коми. Люди неоднократно обращались за помощью в Министерство природы Коми. Нужно отметить, что выход волков – это тема постоянная, особенно для нашего региона, для Республики Коми. Мы понимаем, что численность волков, она тоже должна быть регулируемой. Ведь как только идет вот такое завышение численности волков, то понятно, что они, не находя уже пропитания в лесу, выходят в населенные пункты. Вообще волк такое мистическое животное, очень умное животное. Хитрое. Ну, хитрое, да, но я бы даже сказал, все-таки умное. И волк, конечно, не будет сбивать себе лапы в поисках там какого-то дикого животного, когда под боком есть населенный пункт, где есть собаки, где есть там домашнее животное, свалки в том числе, совершенно верно. И, конечно, он найдет себе пропитание более легким путем, нежели там гоняться по лесу за лосем. Мы сейчас уже с прошлого года активно занимаемся. Во-первых, нужно понимать, что нам в год для регуляции численности волков нужно отстреливать не менее 300 животных, 300 волков. Из прошлого года мы эту историю подкрепили материальной заинтересованностью. У нас с прошлого года действует 20 тысяч рублей, такой поощрительная премия за отстрел одного волка. И сразу цифры дали о себе знать, эта программа заработала. Если в 2019 году, пока не было вот этого стимула, отстреливали охотники, охотоведы 147 волков, то уже за 2020 год в лесах Коми было добыто 254 волка. И поэтому, конечно, мы эту программу
вот такой материального стимулирования охотников, охотоведов, мы продолжили и заложили деньги на 2021 год. То есть эта программа продолжается. Мы, кроме охоты на волков и такого материального стимулирования, все-таки постоянно работаем сейчас с муниципалитетами с тем, чтобы ликвидировать открытые свалки. Потому что действительно это приманивает и волков, и лис, а это ведь, кроме всего прочего, еще и источник распространения бешенства, что тоже очень важно. Поэтому ликвидация свалок – это тоже один из приемов борьбы с тем, чтобы волки не заходили в населенные пункты. И с этого года мы точно так же расширили возможность охоты на волков, возможно применение кроме отстрела и капканов и петель, что, в общем, тоже стимулирует охотников добывать волка. При этом я хочу подчеркнуть одну немаловажную деталь, что волк – это ведь очень важное звено вот в дикой природе. Он же не случайно, он называется санитаром, и это действительно так, поэтому излишне заходить в другую крайность, где мы начнем поголовно истреблять волка, это тоже недопустимо. Поэтому здесь нужно держать этот баланс, и мы здесь совместно и с учеными, и с охотниками, и с охотоведами эту проблему держим на контроле. В ходе беседы также были затронуты темы, касающиеся многочисленных проектов, которые реализуются в рамках соцпартнерства и вкладе крупных промышленных предприятий в развитие республики. Глава Коми рассказал о реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В этом году в регионе запланировано провести работы по капитальному ремонту около 400 домов. У нас региональной программой предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества в 6833 многоквартирных домах. А в рамках программы 2015-2019 годы фактически проведены работы по капитальному ремонту вот таких домов в 658 многоквартирных домах. Ну, это более чуть 9% от общего количества, да, там 6833, я сказал. И вот что мы здесь все инструменты применяем, и деньги, которые предусмотрены федеральные и республиканские, в том числе еще и увеличение взноса на капитальный ремонт. И вот чтобы по набору, что называется, объемов, вот в 2019 году количество таких отремонтированных домов 210, в 2020 это 309 уже, да, и план на 2021 год это 372 многоквартирных дома, которые мы планируем отремонтировать. И там ведь есть и очень серьезные ремонтные работы, это не только крыша, да, это не только фасады, это замена лифтов, лифтового хозяйства. И до 2025 года подлежит замене 683 лифта вот в многоквартирных домах, что тоже очень нужно и важно. Причем могу сказать, что в 2020 году вот тот план, который по замене лифтов был у нас запланирован, мы его перевыполнили. И более 80 единиц лифтового оборудования дали, что значит, как раньше говорили, сверхплана. В этом году Республика Коми отмечает юбилейную дату. Региону исполнится 100 лет. К знаменательному событию готовятся все муниципальные образования. Предполагается проведение масштабных праздничных торжеств. Программа очень большая, она не только на территории Республики Коми, она выходит за границы республики. Это и Москва, это и Санкт-Петербург, где будут целые недели, дни Республики Коми. Это большие очень мероприятия на самых ведущих площадках, театральных, постановочных, концертных площадках. Наверное, многие обратили внимание, что в эти дни в Сыктывкаре стартуют Дни культуры Карткировского района. И следом за этим, по сути, все районы будут обязательно представлять свои культурные программы. Этот проект одним из первых открыл серию республиканских мероприятий, посвященных празднованию векового юбилея Коми. И творческую эстафету в 2019 году начала ИНТА, а в начале 2020 года продолжил Прилузский, Ижемский, Уссыльмский районы. В этом году своими творческими программами жителей и гостей столицы порадуют 16 муниципалитетов республики, и проект «Дни культуры муниципальных образований»
Республики Коми завершаться осенью 2021 года. Вы знаете, что мы проводим большую очень работу, связанную с реконструкцией, капитальными ремонтами. Это и фасады зданий, это и уличное освещение, это и дороги, это и уличная сеть и так далее. То есть вопросы по благоустройству. Все это мы буквально в ближайшее время еще раз будем заслушивать на правительстве, заседание правительства республики. И поэтому могу с полной уверенностью сказать, что, уважаемые жители республики, столетие будет точно совершенно ярким, запоминающимся и очень красивым. Мы сделаем все максимальное и в тех средствах, которые у нас предусмотрены на это. Ну и, естественно, все, что будет возможно, будем заимствовать и на федеральном уровне с тем, чтобы максимально сделать красивой и столицу Республики Сыктывкар, и все наши 20 муниципалитетов, чтобы они тоже обязательно имели свой столетний вот такой красивый знак в виде отремонтированных дворцов культуры, в виде созданных вновь социокультурных центров. Вот такой знак, знак столетия республики, конечно, будет в каждом муниципалитете, и это останется у нас, и мы будем точно вспоминать, что столетие республики было на достойном уровне отпраздновано и в республике, и на территории Российской Федерации. Полную версию видеоинтервью главы Коми Владимира Уйба можно посмотреть на официальной странице Республики Коми в социальной сети ВКонтакте.